В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 3 тел после пожара в частном доме в столице республики. Территория опережающего развития Якутия планирует расширить для новых инвестпроектов. Хирурга из Якутии, проводившего операцию во время пожара в Благовещенске, наградят орденом Пирогова. Уголовное дело возбудили после пожара с 3 погибшими в Якутске. Напомню, ночью 13 июня сгорел частный дом на улице Луговой, который сдавался посуточно. Следователь осмотрел место происшествия, изъял предметы, имеющие значение для установления причины возгорания. Количество погибших уточняется. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. За хищение бюджетных средств возбуждены уголовные дела в отношении 2 жителей Намского района. Установлено, что в целях незаконного получения социальных выплат, предусмотренных федеральным и республиканским программами устойчивое развитие сельских территорий, данные граждане оформили поддельные документы о трудоустройстве и доходах. В последующем фиктивные справки были представлены в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии. На основании ложных сведений лица признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Из бюджета выделено более 2 миллионов рублей на приобретение жилья. Расследование продолжается. На территории Якутии действуют 19 природных пожаров. За сутки ликвидировано 6. На тушение было задействовано 1051 человек и 142 единицы техники. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. На особом контроле регионального управления МЧС России находится обстановка в Вилюйской группе районов, Тампонском и Алекминском районах, где зарегистрировано 8 очагов на общей площади с момента обнаружения 19 346 гектаров. Продолжается поэтапное увеличение группировки сил и средств. Прибыли 223 человека Федерального резерва авиалесоохраны. В случае ухудшения обстановки в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 60 человек и личного состава и 9 единиц техники. Лесные пожары на территории Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского районов на сегодняшний день локализованы. В течение следующих 2 суток будет продолжаться работа по тушению и ликвидации данных пожаров. Также по территории Тампонского района, где складывалась на вчерашний день сложная ситуация, напряженная ситуация, она тоже постепенно стабилизируется. Уже прямой угрозы населенного пункта Хандыга нету. Но тем не менее также на территории Тампонского района продолжает работу силы и средства РСЧС Республики Саха-Якутия, привлеченные и мобилизованные. Также продолжает работу аэромобильная группировка Главного управления, противопожарная служба Республики Саха-Якутия и служба спасения. По защите населенного пункта и по тушению лесных пожаров авиация МЧС России. На территории Тампонского района работает у нас Ми-8 МТВ МЧС России с водосливным устройством. Организация совместно с лесничествами, совместно с Министерством внутренних дел Республики Саха-Якутия уже составлено 151 протокол об административных правонарушениях. Возбуждено органами дознания уже порядка 10 уголовных дел, по которым в настоящее время проводятся следственные действия. Жители поселка Маган волнуются из-за нашествия сибирского шелкопряда. По их словам, раньше такого массового очага гусениц не было. Сейчас объеденный шелкопрядами лес мертвый и выглядит в точности, как после пожара. В свою очередь, местная администрация уже известила о массовом распространении вредного насекомого соответствующим инстанциям. Отмечу, что с середины июня в окрестностях Якутска, также в Хангаласском и Намском районах, начнется очищение леса методом обрызгивания специальными химическими препаратами. В период обработки и после нее не рекомендуется собирать грибы, ягоды и лекарственные травы. На уничтожение сибирского шелкопряда из федерального и республиканского бюджета выделено 245 миллионов рублей. Ликвидация будет проводиться на площади 205 тысяч гектаров. На сегодняшний день пока очень много их замечено, большое количество. В окрестностях Магана вокруг почти везде есть. И лес становится, как мертвый. Получается, как осенний лес становится. Это очень хорошо видно сверху, когда просто меняется цвет леса. Но вообще на уровне будут приниматься меры, по очищению леса путем
опрыскивания. Ну и на данный момент только так вот. Ну, обратились мы сразу же после того, как обнаружено было, ну, где-то в мае месяце. На реке Лени вторая волна весеннего половодья не достигнет опасных отметок. В пределах Алекминского и Центрального районов продолжается повышение уровня воды с интенсивностью от 10 до 40 сантиметров за сутки. От Ленска до Солянки отмечаются максимальные уровни. Также формирование максимальных уровней ожидается сегодня на участке реки Лены, Хатынг-Тумул, Сыны-Яхтах, Алекминского района. На реках Алдан и Амге продолжается суточный спад от 10 до 50 сантиметров за сутки. На участке реки Вилюй, Нюрба, Верхневилюйск наблюдается подъем уровня воды от 10 до 30 сантиметров. Из-за сильных осадков прогнозируется продолжение повышения уровня воды на реке Яне. На реках Индигирки, Колыме и их притоках преобладает понижение уровня. Границы территории опережающего развития Якутия расширились проектом оптово-распределительного центра, который планирует построить в поселке Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Так, в границы территории будет включен земельный участок площадью 24 гектара. Потенциальный резидент намерен вложить в проект более 250 миллионов рублей и обеспечить создание нескольких десятков рабочих мест. Проект включает в себя строительство транспортного терминала, термоскладов, производственных помещений и инфраструктуры. В оптово-распределительном центре поставщики и местные сельхозпроизводители будут подготавливать свои товары к транспортировке по Якутии. Особое внимание сегодня уделяется исполнению программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В Алекминском районе в текущем году должны быть сданы 2 жилых дома, рассказывает Елена Фаст. На строительной площадке кипит работа. Здесь возводится дом на 64 жилые квартиры. По плану сдача дома до конца текущего 2021 года. На эти дни работает полноценная бригада. Небольшое отставание подрядчик признает. Основная проблема – квалифицированные рабочие руки и рост цен. И если с рабочими вопрос решился, то с ценами сложнее. Идет небольшое запоздание по графике, но я думаю, дополнительные люди у нас появились. Мы выровняемся и сдадим этот объект в срок. Основные проблемы – это проблема из-за ковида с людьми, потому что нам не удалось вовремя завести людей. Потом проблема с оформлением иностранной рабочей силы. Это тоже в этот. Ну и еще большая проблема – это глобальный рост цен на строительные материалы. Например, металл там поднялся в 3 раза, и все остальные материалы тоже подорожали в 2 раза. Конечно, это очень существенно влияет на нас. Проект дома подготовлен в Новосибирске. Мы стараемся учитывать новые тенденции, сохранив качество, говорит подрядчик. Идут работы и еще на одном жилом доме. Здесь подрядчиком выступает компания «Нордстрой». Дома, строящиеся по программе переселения, на особом контроле. Сейчас мы еженедельно выезжаем с мониторингом и контролем хода исполнения, соответственно, по определению, обозначению, как идет исполнение работ, имеются ли проблемы с инертными материалами, исполнение графика завоза своевременно материалов для осуществления строительства. В целом, вот 2 объекта у нас исполнение идет относительно в графике. Единственное, сейчас в течение текущей недели и следующей застройщики должны обеспечить себя 100% объемом инертного материала для того, чтобы перейти на усиленный режим работы для усиления объемов выполнения работы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 93 новых случая коронавирусной инфекции выявлено в республике за сутки. В Якутске 60 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 6, в Вилюйском районе 5 случаев, в Ленском и Мирнинском, Усть-Алданском районах по 4 случая, в Сунтарском 3, в Верхневилюйском, Нерюнгринском и Татинском районах по 2 случая, в Абыйском 1. За сутки лабораториями республики проведено 2857 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего в республику поступило 208 109 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили 184 960 человек, вторую – 135 120 человек, в том числе 32 907 лиц старше 60 лет. Использовано более 88% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Уроженца Алданского района республики сердечно-сосудистого хирурга Валентина Филатова наградят орденом Пирогова за мужество, проявленное во время операции в горящей клинике в Благовещенске. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 10 медиков, участвовавших в операции. Напомню, 2 апреля этого года произошел пожар в клинике Амурской медакадемии. Горела кровля на площади около 1500 квадратных метров. Из здания эвакуировали 128 человек, однако команда медиков, среди которых был Валентин Филатов, продолжила операцию. В дочерней компании «Алросагаз» ценят специалистов с большим опытом. Один из них – Владимир Сидоров. Оператором добычи газа он работает больше 20 лет. Почему их называют людьми, которые отвечают за голубое топливо, узнавала Иванна Филиппова. Владимир Сидоров проводит продувку оборудования для отделения газа от примеси. Именно сюда, в установку комплексной подготовки газа, из скважин поступает голубое топливо. Работа оператора очень ответственная. Хоть и большая часть процессов автоматизирована, необходим контроль. Все зависит от нас. Как будет скважина работать, как будет подаваться, в каком количестве газ на газопровод. Задача службы – подготовить газ к транспортировке. Отсюда голубое топливо попадает в магистральный газопровод. Далее транспортируется на основные объекты «Алроса» – котельные, рудник «Интернациональный» и другие. Также газ провели в село Тасюрях. С его вводом жизнь сельчан поднялась на новый уровень. После смены Владимир Сидоров спешит домой, где его ждет семья, любимый внук. Привет. Владимир считает себя счастливым человеком. Есть любимая работа и надежный тыл – семья. За столом домочадцы с удовольствием рассказывают будни и новости. Вместе решают насущные вопросы. Отец большого семейства в свободное время любит охотиться и рыбачить. У них свое хозяйство. Все натуральное. Сливки, кюрче, у нас вот творог. Детей и внуков с малых лет приучают к труду. Ребята помогают родителям во всем. Только своим примером можно привить любовь к работе, говорит Владимир Сидоров. В деревне жить хорошо, все свое. Главное, чтобы работа была. А если есть работа, мы будем вот так строить дома, растить детей и внуков. Нефтегазовой отрасли Владимир посвятил больше четверти века. Его мечта – передать свой опыт детям. Возможно, через несколько лет сыновья продолжат его дело. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». К этому часу вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.